Центральная Азия и наша страна в опасности. Европа берется спасать. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Из-за ежегодного повышения температуры воздуха в Центральной Азии все чаще фиксируются длительные засухи, и это приведет к большим экономическим и социальным проблемам. Об этом говорили участники 21-й сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая проходит в Самарканде с 13 по 17 ноября. В работе сессии принимают участие около 500 делегатов со всего мира, в том числе и из Таджикистана. В первый день сессии участники обсудили вопросы, связанные со смягчением, адаптацией и преодолением последствий засухи в целях повышения жизнестойкости уязвимых групп населения и экосистем. Было отмечено, что около 60% населения Центральной Азии напрямую зависит от сельского хозяйства, как основного вида источника дохода, поэтому засухи представляют особую серьезную угрозу экономической безопасности и благополучию большей части населения региона. Также подчеркивалось, что воздействие засухи имеет трансграничный характер, поэтому действия по снижению рисков и уязвимости к засухе должны координироваться на региональном уровне. По данным ООН, 152 миллиона гектар или 38,5% от площади земель в Центральной Азии находятся в состоянии засухи, из которых 1,33% в состоянии сильной засухи и 0,23% в состоянии экстремальной засухи. Чтобы понять масштаб угрозы, нужно отметить, что эта территория почти в 3 раза больше, чем вся Франция. В Таджикистане 47% всей территории страны, а это 6,7 миллиона гектар земель, подвержены различным степеням засухи. В Кыргызстане этот показатель составляет 42,4%. Хуже обстоят дела в 3 странах низовья. В Узбекистане засуха затронет 89,5% всей территории страны, в Туркменистане 88%, в Казахстане 76%. Эксперты отметили, что уязвимость Центральной Азии к засухам связана с изменением климата, высыханием Аральского моря, ростом населения, деградацией земель, нерациональным использованием природных ресурсов и неэффективной охраной окружающей среды. Однако, несмотря на частое возникновение засух в Центральной Азии, эти случаи редко регистрируются официально. Например, засухи составляют всего 2-3% от общего количества зарегистрированных бедствий в Центральной Азии. Но даже в этом случае экономические потери огромны. Согласно сведениям базы данных чрезвычайных событий, в 2000 и 2016 годах экономические потери от засух в Центральной Азии превысили $2 миллиарда. Причем большая их часть пришлась на аграрный сектор. Единственным способом замедлить этот негативный процесс является укрепление регионального сотрудничества. По итогам сессии ожидается принятие декларации по борьбе с песчаными и пыльными бурями, которые стали серьезной проблемой для стран Центральной Азии. А ситуация в будущем будет только усугубляться. Как на это нужно реагировать? И в чем ошиблись наши власти, что привели до такого состояния? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.